Комрадын яшаяны Екатерина Чубан, ел ustası 3. soyda. Yürmek ince zanaatını küçüklüğünden sevmiş. Yürmek hem dikmek becermeklerini anasından almış. Родилась я в селе Кирсово, в семье болгар. Мама, папа, дедушки, бабушки, все болгары у меня. Бабушка шила очень хорошо, а вот мама моя тоже шила, но и вязала много. И ткала, и пряла, и шелкопряд выращивала. И эти рушники из шелкопряда, эти желтые рушники старые, старинные, ткала. Вот это я очень хорошо помню, как мы выращивали дома эти шелкопряд, коконы. И потом она их в кипяток ставила и тянула нитки. Помню очень хорошо как-то. С детства мне вот это врезалось, как она из горячей воды доставала прямо нитки. Ну, мама раз что-то делает, она и вязала, и шила. Мне нравилось все. Даже помню, еще папа был дома, он мне сделал маленькое веретено. Мама придет, я тоже хочу. Мама вяжет, я тоже хочу вязать. И вот так как-то с детства пошло. Я очень помогала маме. Вот она шьет. Подшивка, подолов, петли сделать, там эти самые швы заделывать внутри. Раньше клины, шестиклинка, восьмиклинка, вот эти все швы внутренние надо было заделать, даже не было ни этой швейной машины Верлочкова, простая машинка. И я все это помогала. Ел ustası söyler anne bütün yaşamasını yürüyer. Delikat rubaları genç kızlara, deli kadınlara, gelinlere, yakın insanlarına gençliğinden başlamış. Потом школа, юность вязали, как раньше вязали все, и носки, и кофточки, и жилетки, и все вязали. Жили 4 девочки в комнате, покупали ткань, и я раскраивала, учила их, как наживать, потом как строчку делать вручную. И там шила. Потом приезжала домой, что-то можно было подстрочить, верхние швы. И вот так как-то все время что-то делала. Когда я работала, уже вязала много хороших вещей. Уже и платья вязала, и костюмы, и разные модные вещи выходили. Помню, крючком из толстых ниток люди покупали нитки из ковровой фабрики, вот эти, что ковры ткут. И из них крючком вязали, была мода жилет безрукавка и юбка. Такие кудрявые, красивые. Я вязала, тоже заказывали. В общем, все вязала. Свитера мужские прямо жакеты вязала. Все вязала. А потом, когда я вышла на пенсию, я так устала от этого всего и перестала принимать заказы. Ко мне люди приходили, я несколько лет ничего не брала, никаких заказов. Шила много, я шила и девочкам выпускные платья, и невестам шила платья, помню, своим племянницам шила, родственникам свадебные платья шила. Просто сама, вот журналы раньше мы выписывали, «Крестьянку», из журнала делала выкройки, а там же есть и шитье, и вязание. И вот так постепенно, я не знаю, когда начала и когда, у меня все это всю жизнь. Yaşamının da büyük payını Екатерина Чубан Кирсово köyünde yaşamış. Bitki 20 yıl Komrat'ta. Вдохновение клубында Екатерина Рафаиловна yürümek ince zanaatından 2 проект тарамыш. И вот там я начала очень много вязать, как-то, потому что уже не работала. Потом в 2015 году тоже записалась в проект. Мне дали швейную машинку и определенную сумму. Одно на швейную машинку, там другое на нитки.
купила нитки и вязала. Как вязала раньше на заказ, а теперь продолжала уже после того, как дали мне грант, я уже стала вязать детям много. Внучки вязала много, одно и другое. У меня 2 внучки и внук. И вот так начала, как-то увлеклась вот этим. Скатерки, пледы и все такое. Потом родилась правнучка, давай, ей тоже вязала много. Ustamız yıl görme işlerini sıcaklıkla canında büyünde aklısında tutar. Первую вязаную вещь, помню, была мода зеленые нитки, кофточки такие с широким поясом, с пояском, очень красивые были. Я вязала и себе, и сестре, и невестке связала. Ekaterina Çoban kendi işini gerçekten sever. Bu zamana birkaç çeketirili işi var. Geniş yaka hem de perde. Вязать это мое, особенно сейчас вот эти тонкие вещи, все, что вижу в журналах, смотрю телевизор, у меня глаза разбегаются, все хочется, прям все хочется сделать, и планов много, и заказы есть много. Вот сейчас я вот эту пелерину вяжу, потом у меня занавеска есть начатая, вот салфеточки есть, только занавесок уже связала. А эти занавески мне дочка, я для дочки связала. Usta schemalara göre yürüyer. Onları o dergilerden, internetten alır. Kimilerini kızları, unukaları yollarlar. Делают мне схемы, вот, распечатывают схемы. Если нет схемы, я очень люблю вот что-то сама доделывать. Вот это, например, мне внучка какие-то распечатки сделала. Я из одной картинки сделала одно, из второй, другое, сложила, все соединила, сделала другую. Например, вот эта скатерка я скомбинировала из двух. Середина у меня там салфетка была в журнале. А вот эти цветы, букеты, у меня в журнале такая длинная салфетка на стол. Мне нравится вот этот стиль. Вот это, например, вот этот лебедь, я вам покажу в журнале, это кофточка, женская кофточка летняя. Я взяла этот лебедь, связала, думаю, ну что кофточка? Вязать кофточку, это нужно заказ на любителя. И думаю, свяжу я на середину, а потом дальше что вязать? Звоню внучке в Кишиневе, я говорю, Катя, я хочу такую скатерку связать. Посередине лебедя связала, а дальше я хочу рыбок. Найди мне в интернете рыбки. И пришли. Она мне на телефон присылает, я делаю схему, раскладываю, считаю, сколько там будет их. Потом волны делаю. И вот так скомбинировала, чтобы была скатерка. И все так. Вот ту скатерку тоже кофточка. Она из 4 квадратов. Эти квадраты сделаны на кофточке летней. А я взяла, соединила и сделала скатерку. Мне понравилось на скатерку это. Yenpek Ekaterina Çoban küçüklere beğenir yürüme. Onları da daha çok unukalarına hem unukaların uşaklarına yürüyer. Я люблю очень детские вещи вязать, шапочки, сарафанчики у меня есть. Когда правнучка родилась, так мы вязали все. Я вязала вот комплект. Сарафанчик и шапочка. Вот такой сарафанчик и такая шапочка и гольфы на день рождения, на один день рождения. Потом вот там есть... Она рыбка по гороскопу. Я связала вот этот сарафанчик с рыбкой. Это жилет, это самый первый жилетик, маленький. Вот я связала. Вот сарафанчики. Да? Окей. Нравится мне все это. Потом это тоже
На один день рождения тоже ей сделали костюмчик, чтобы был все в комплекте. Вот это я тоже правнучке вязала, она уже выросла, ничего этого не носит. Это тоже, когда ей было 2 годика, я ей связала. Это все сейчас тоже такие вот сарафанчик. И этот сарафан. Так он. Такой сарафан. Эту кофточку я связала внучке сейчас. Еще для правнучки есть маечка тоже связала. Подушечка тоже вышила недавно, я поставила кружевая. Это все, когда правнучка, я и куклы, и игрушки разные вязала. Екатерина Рафаиловна kendisine de rubalar örüyor. O büyünde örme elementli hem örme rubaları taşıyor. Вязала себе костюм, вязала себе сарафан. Вот это, например, вот этот жилетик вышитый, это моя дочка связала и вышила кофту себе. А я потом сняла рукава, сделала себе жилетку, она уже перестала носить. Дети мои тоже все вяжут, и дочки обе, и внучки вяжут. А старшая внучка, которая в Кишиневе, она сейчас увлеклась макраме. Очень много красивые вещи делает из макраме. Нет, так. Год за годом, день за днем идет, получается, что получается. И это все приходит со временем. Вот сколько работаешь, вот перестаешь работать, и руки уже потом не слушаются. Beyaz hem beş renklerinde yörülü ev tertipleri, masa bezleri, perdeler, salfetkalar, hepsi inceli işler. Onları yördükten sonra ustamız mutlaka yıkar, krokmalaya koyar, hem ütüye vurur. Вязаная вещь, надо ее вязать из тонких ниток. И потом обязательно покрахмалить и погладить, тогда она имеет вид. А так вот я сейчас вяжу, например, что-то, оно скомканно стоит. А когда, да и любая вещь, даже из пряжи, из других ниток, акрил, там, шерсть, мохер. Все это мохер, например, его гладить нельзя. Надо только отпарить и растянуть, и чтобы он лежа высох. А вот другие, акрил тоже так. А вот хлопковые вот эти крючком, которые вяжу нитки, их обязательно надо постирать, покрахмалить, погладить, и тогда у них вид есть. Şimdi Екатерина Çoban kuşları, hayvancıkları da çok örüyor. Her bir yaratmaya da can sıcaklığını koyar. Я сейчас очень люблю рисунки с птицами, с образами. Лебедь, павлин, птицы у меня забрали. С голубями, с другими птицами вышиваю. И мне теперь очень нравится вязать такие вещи, чтобы можно было из них рамки сделать. Вот там у меня внучка тоже какой-то принесла журнал, и там елочки, вот это, я связала подушечки. С одной стороны зеленые, с другой стороны красные. И вышивать люблю тоже все вот это крестиками. Умею все и могу, и хочется все, но уже годы не те, и зрение не то, но пока могу. El ustası her bir tertibin yörmesine inceli yaklaşır. Ondan da kamil işler oluyorlar. Для вязания одежды подходит акрил тонкий и шерстяные нитки, но тоже тонкие. Хотя, если безрукавку вязать или грубый какой-то свитер, там тоже акриловый уже другого размера нитки. Если толстая вещь, уже и спицы потолще, и нитки потолще. А если тонкую вещь, значит, нитки тонкие. Тонкие вот сейчас у меня 2 свитера, один готовый, другой из тонких ниток, тонкая шерсть.
Филейлы юрмеи устамыз Екатерина Рафаиловна ен уйгун сайер. Ама калан техникалары да озан атында кулланер. Это филейное вязание называется, когда в клеточку, а есть салфетки, когда в круговую идешь, там другое вязание. Мне больше это филейное вязание нравится. А вот тут салфетка, еще одна маленькая есть. Это моя дочка вязала. Вот видите, какая тонкая. Она связана не крючком, а спицами. Филейное вязание можно начинать, потому что оно легче из-за того, что есть схема. И вот есть схема, и там уже идешь, пустая клеточка заполнена, одна заполнена, 2, 3, в следующем ряду сколько. И вот так рисунок получается легко. А когда другим вязанием вяжешь круговую, там очень трудно посчитать, сколько этих воздушных петель. Например, одну цепочку делаешь 5 воздушных петель, другой там 2 воздушные петли нужны, столбик с накидом, без накида, вот это все надо учитывать. А вот филейное вязание, мне почему-то кажется, что оно легче. Я не оставляю ошибок. Я, если увижу, мне не жалко, целый ряд могу распустить, но сделать без ошибки, сделать как должно быть. Образец делаю и считаю. Вот, например, 50 клеток, сколько сантиметров. И потом я считаю по ширине, сколько мне надо набрать клеток. А потом я считаю узор. Вот какой мне узор. Сколько там клеток. Вот, например, сейчас я начинаю занавеску. Там я должна по ширине поставить 3 букета роз. Я считаю каждый букет, сколько клеток, общая ширина. Считаю, где, когда надо начинать эти розы. Если ты свяжешь вместо 2 воздушных петель 3, уже узор испортится. Если вместо 2-3 этих столбиков с накидом или без накида, тоже испортится. Это все время считаешь. Например, я вязала занавеску с тюльпанами. Связала тюльпаны, посчитала, какой высоты они будут. Дальше у меня остается пустое место. Я должна придумать там что-то. Я взяла бабочки туда, придумала, связала бабочки. Или какой-нибудь узор сверху. В общем, так вот. Все время что-то такое. Устамызын юрмя коллекциясында ең büyük işler o yatak ya da mebel çarşafları, ең küçükler de салфеткалар, сувенирлар. Самые большие – это пледы. Пледы, они по 20, 2,30, вот так. Пледы. А маленькие, вот эти маленькие салфеточки, я сейчас... дочка, да. Потом эти ангелочки самые маленькие. Потом салфеточки эти с зайчиками, с птичками, с цыплятками, все такое. Вот эта подушечка, например, когда я получила грант в 22 году, связала для правнучки такой плед и такие подушечки. Sevgi temasını Екатерина Рафаиловнa'nın düğün sıralarına hazırlıklarında varınca görme. Gelini bozmak için çember, fıta, ekmek bezi, sıradaki beyaz крохмаловый комплект. Это рушник на свадьбу. Вот «Свет и любовь» написано. С одной стороны вот 2 маленьких голубя, а с другой стороны так я показываю. А тут голубка сидит в гнезде. А вот эти я взяла с журнальчика, там подушка. Вот такая длинная подушка с такими голубями. И над них я связала такую салфетку. И там деревья с фруктами. А я взяла на рушник, их переставила.
Потом вот эти самые косыночку, тоже у меня в журнале одежда. На одежде такие сердечки, я взяла на косынку, поставила. И вот, чтобы был комплект, я уже и на фартушке поставила такие сердечки, связала. Это для невесты. Вот когда невесту снимают фату, после свадьбы снимают фату, и тогда мама невесты надевает ей косыночку и фартушек. Йөрмәк için схемалар устанын айры сергенлерінде дуруярлар. Onların örneklerini yörmə tertiplerinde var nice bulma. Вот для этой скатерки. Вот она кофточка, видишь? Вот эта кофточка. Вот схема. И я отсюда взяла и связала вот эту скатерку. Вот этот рушник первый. Вот я отсюда взяла. Вот тут схема есть. По этой схеме вязала, что еще есть отсюда. Вот отсюда яйца, паска. То, что я говорила, вот эти, по этой схеме, вот, я связала вот эту скатерку. Это вот такое полотенце, вот такое на стол. А я вот эти букеты взяла, вот эти букеты взяла и переставила на скатерку. Схема для занавески, это я вязала 2 занавески в Турцию дочке. Вот павлин, например, вот скатерка павлин. Вот такая скатерка у моей дочки. И точно такая схема есть. Все связала. Вот она схема. Вот она схема. Вот схема для тюльпанов. Екатерина Рафаиловна yaşamanın çoğu zorluklarını geçti. Ama insanlığını kendisinde kaybetmedi söyler kızı Natalya Yuhno. Anasının yörme işlerin pahasını bilir hem sıcaklığını koruyor. Самая замечательная мама, которую мы с сестрой очень любим. Самая замечательная. Она добилась много в жизни, у нее много трудностей было в жизни. Она это все преодолела и осталась самым прекрасным человеком на земле. В доме много изделий. Она всем внукам на память много чего связала, и правнучки сейчас. Есть пледы, есть скатерти. Ну, салфетки это даже не считается, потому что их много. Поэтому я даже не знаю, ну, память большая от мамы, очень большая. Мама вяжет всегда. Она говорит, что она вообще себе не представляет, как можно просто так сидеть. Вот если есть какой-то праздник, особенно вы знаете, у нас религиозные праздники, когда вот считается, что нельзя рукодельничать. Для мамы это сложный период. И при всем при этом мама успевает и в село поехать, и в огороде покопаться, хотя мы ее уже ругаем за это. Но тем не менее маме хочется туда, маме хочется повозиться в земле. Вот это все присутствует. Это трудолюбие с детства. Так жили. И готовить очень любят. Печет очень вкусно. Когда внуки и внучки приезжают, правнучка приезжает, это самый большой праздник для них приготовить что-то вкусненькое. У нас в доме всегда все рукодельничали. Я была маленькая, сестра у меня старше на 6 лет. И она, конечно, уже вязала и помогала маме в какие-то моменты. У нас больше бытовые вот вещи, свитера. Но такие вещи мы тоже умеем. Просто к этому еще не пришли, наверное, в силу возраста. Зато ты, вот, курочку связала, елку связала. Ну, мелочи такие, первого связала, подарила. И я говорю, как же Наташа вяжет, а я Да, что? был период, когда я тоже много вязала, очень много дарила, вот эти мелочи все. Сейчас немножечко отошла. Вот эти занавески на кухню с ангелами, это мама мне вязала в подарок. Есть скатерть, вот мама показывала фотографию пасхальную с курочками, тоже мама мне вязала. Ой, много чего есть, я даже сейчас не перечислю. На круглый столик я тебе вязала. Много у нас, просто сейчас не всегда мы все, конечно, выставляем. Есть какие-то праздники, какие-то даты, когда вот хочется больше уюта и нарядности в доме. Ну, это, конечно, не каждый день. У многих уже людей в Камрате есть мамины изделия. У мамы каждое изделие как родной ребенок.
Поэтому у мамы нету любимых. Они все любимые. Как вот нельзя выделить любимого ребенка, так у мамы изделия. Она вкладывает в них душу. А вам чем дороги мамины изделия? Маминой любовью. Потому что это все любовь. Не зря же говорится, кто у нас Бог? Бог – это любовь. Вот так и у мамы. Все в любви. El işlerin pahasını Ekaterina Çuban bilir. Çünkü onlar çok zaman, kuvvet, ustanın gözlerini alırlar. Doğru kullanmadığı işlere pek canı acıyor. Мне прямо жалко, когда кто-то, может быть, где-то не так хранит или не так носит, или как-то не так ухаживает. Вот мне очень нравятся эти вещи. Для меня это... Я каждый вот делаю, и вот делаю мне... Вот рисунок, вот салфетка или скатерть. Я вяжу, и мне этот листочек не так, мне нравится по-другому, чтобы он был. Вот у меня вот такое видение. Yörmek ince zanaatı Ekaterina Rafailовna'ya değini nice soluk. Yörer o her gün, hem 8 saate kadar günde. Onun el işleri Gagauzya'da, Moldova'da tanınırlar. Ustanın zahmeti diplomla ağırlanışanı. В 2007 году в Камрате состоялся конкурс бабушек под девизом «Бабушка всегда молода, мы без бабушки никуда». И вот это я была бабушкой и получила диплом такой. Потом в 2008 году меня пригласили на праздник бабушек Сальваторе Буникуци в Кишинев. Каждый праздник, день вина, 23 августа на день города, да, 23-го меня всегда приглашают, и я выставляю свои работы. За активное участие в выставке ярмарки изделий народных промыслов 19 августа 2017 года. Вот это в Камрате получила тоже номинация «Лучший рукодельник». 22 год с празднованием храма села Кирсово была. На храме села Кирсово тоже наградили. Ekaterina Rafailовna'nın yörülü rubalar, ev tertipleri Türkiye'de, İtalya'da, Kipr'da, Amerika'da, Rusya'da var. Bundan o hodullanır. Ustanın Çuban Ekaterina'nın daha çok planları var. Angaları kendi sırasını beklerler. Мне все любимые, все дороги. Как когда спрашивают детей, кто из детей больше нравится, так и мои изделия. Мне все нравится. Вот посмотрела на эти занавески, мне очень нравится. Скатерть. Глажу сейчас, вот позавчера гладила. Ой, это самое красивое, потом глажу другую. Нет, это самое красивое, потом глажу другую. Опять это тоже красивое. И вот так все нравится.